Дорогие друзья, сегодня мы находимся у нашей замечательной знакомой, у Туяры Уваровской. Туяра, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы у вас снова в квартире. Это и квартира, это и ваша мастерская, и это ваш вообще храм вашей силы, где вы и трудитесь, и вдохновляетесь, и вдохновляете многих-многих наших телезрителей и ваших подписчиков. Да. Сегодня чем мы будем заниматься? Чему мы посвятим вот наши предстоящие 26 минут? Сегодня я вам хочу показать, как можно из элементарных вот таких подручных материалов, сделать вот такие вот красивые фигурки. Но не обязательно такие грибы, из этой массы можно сделать что угодно. Покажу вам, как из туалетной бумаги сделать массу для лепки. А вообще мы вдохновились вашим ящиком для инструментов. Да. Ящик, посмотрите, как красиво задекорирован фигурками зайцев. Да. Такие милые, такие прекрасные. Я вообще думала, что они выполнены из дерева, а оказалось... Из туалетной бумаги. Вот это да. Представляете? Друзья, это очень недорогой материал. У каждого он есть. Да. И что для этого нужно? Что вот необходимо? Так, что нам необходимо для такой массы? Мягкая белая туалетная бумага, клей ПВА, желательно универсальный, крахмал, любой, пищевой, немножко растительного масла и моющее средство. Может это быть фейри, любое моющееся средство для посуды. Будем делать массу. Вначале что делаем, Обязательно берем белую туалетную бумагу, двухслойную, трехслойную, разделяем вот на такие слои, разделяем друг от друга, Почему это я делаю? Потому что когда бумага тонкая, она очень хорошо перемешивается, и масса получается без комков. Так, берем. То есть ее нужно распотрошить, Да, вот так вот? да. Берем клей ПВА в мисочку. Этого достаточно. Конечно, я все делаю на глаз. Друзья дорогие, вот скоро мы в преддверии Пасхи. Каждая хозяйка хотела бы, конечно, украсить свое жилище, свой праздничный стол какими-то фигурками, соответствующими заданной теме. И как раз вот эта идея, мне кажется, это находка. Вот добавила клей и немножко пару капель моющего средства. Теперь берем туалетную бумагу и постепенно вот так вот перемешиваем. Растираем. Да, растираем с клеем. Туда можно немножко добавить крахмала. Немножко это сколько? Я все делаю на глаз, да. Примерно. Чуть-чуть. Пол чайной ложечки. Да. И немного добавляем растительного масла. Можно взять косметическое масло, Косметическое масло это лучше будет. Вот так вот растираем, чтобы не было комков. Вообще косметическое масло лучше. То есть любое масло, это, бывает же там, не знаю, кокосовое масло, Нет, либо глицерин добавляют, Вот, глицерин. Да, глицерин лучше всего, конечно. Аптечный. Аптечный, да. Постепенно добавляем туалетную бумагу. Это делается для того, чтобы именно не было комков, Тогда изделие будет гладкое, ровное. Процесс, конечно, не быстрый, потому что бумага тонкая же. И вот эту массу сделать требует довольно-таки, немножко времени, А так все материалы, они очень все доступные. Вместо растительного масла можно добавить глицерин или же косметическое масло, Вот так вот растираем бумагу. Масса уже немножко становится такой более однородной. Лепить можно что угодно.
Это могут быть фигурки какие-нибудь, да, это могут быть какие-то поделки, даже кто-то делает вазы, да, интерьерные какие-то фигурки. Более крупные такие, более да? даже крупные можно сделать, да. Тут еще есть несколько рецептов, да, вообще из туалетной бумаги. Даже бывают, ошпаривают кипятком бумагу, добавляют туда клей ПВА. Это уже более такие, ну, когда крупные поделки делают, да, там кувшины, вазы. То есть нужно быстро как-то более упростить вот этот процесс перемалывания, Да. да, вот этой Поэтому бумаги. обычно даже берут вот такую черную бумагу, да, темную, не белую бумагу. Темную, это который как картон, Как да, такая картон, вот, да. более такая Да, плотная да. бумага. Из нее тоже Да, получается? да. Но видите, там цвет бумаги темная, поэтому если вы будете красить плотной краской, да, допустим, акриловой краской, то темная бумага тоже идеально подходит. А если что-то прозрачное, допустим, фигурка какая-то, ну, допустим, это если будет личка, да, это будет, то, конечно, лучше взять белую бумагу. Белую бумагу, да. Для А прозрачности. еще такой момент, вот чтобы покрасить, нужно ли вот это изделие потом, ну вот мы слепим фигурку, да, и загрунтовать? Нет, Не надо? нет, не надо. Берете обычную акриловую краску и можете сделать роспись, можете покрыть просто одним слоем, да. Это уже по желанию. Вот интересно, да? Нужно ли обладать каким-то художественным, что ли, ну, даром или как, да? Ну, хотя все мы в советский детский сад ходили, да? Но многие наши зрительницы наверняка тоже, ну и вообще в любой детский сад. И там, конечно, тоже есть занятия, когда детки лепят, да, какие-то фигурки. Ну, мне кажется, я к чему? Что слепить какую-то фигурку может любой, да? Абсолютно любой. Вот. Абсолютно любой. Потому что фигурки могут быть же разными, да. Кто-то может подойти творчески, да, и сделать фигурку так, как будто, ну, допустим, если но не это... только колобка. Да, да. У кого-то это будет как произведение искусства, да, уже такие элементы, да, как сказать, скульптурно, да, мастерство. да. Допустим, если животных лепите, да, то это уже как натуральную, это, да, ну, естественные такие, если фигурки хотите, то, конечно, требуется немножко Каких-то опыта, умений, да, умений, Можно опыта. потренироваться, мне кажется, на пластилине. Можно, да. Вот, да. одолжите у своего ребенка пластилин или на тесте. Да, Вот, да. и потренироваться, что-то полепить. Вот. А потом уже приступить вот к лепке фигурок из бумаги. Из такой массы, да, еще делают елочные игрушки. Это самый-самый популярный вид. Допустим, мы же дети времен СССР, да, и сейчас же ретро-игрушки очень популярные стали, да, поэтому многие лепят, допустим, фигурки там, ну, погоди, да, ну, то есть детства героев, своего, да, сказок, мультиков. там, мультиков. Поэтому даже бывают любимых персонажей из кинофильмов делают, да. Вот своими руками можно сделать такие красивые, такие винтажные игрушки даже. Яра, а еще вот давайте немножко так порассуждаем, для чего вообще важно заниматься каким-либо творчеством людям, ну, особенно пожилым? Вот. Во-первых, это моторика рук, да. Когда человек вообще лепит, что-то делает своими руками, это в первую очередь не как хобби, да, а скорее всего человек, когда занимается чем-то, ну, настроение поднимается, свое свободное время может вот так вот, да. Мне кажется, улучшается даже качество жизни. Конечно, да? конечно, потому что Человек когда как-то успокаивается, да, когда человек творит, это, во-первых, спокойствие, настроение.
единомышленники появляются, да. свой социальный круг какой-то новый, да? Да. Вот, так что те, которые, ну, просто сейчас сидят вот на диванчике и глядят на нас, может быть, у вас такой вот, ну, скажем, ну, скучаете, да, допустим. Вот, можно заняться действительно каким-то творчеством и забудете про скуку. Это точно. Да. Какой-то интерес к жизни появляется, когда человек занимается творчеством, да. Даже когда с работы приходишь, да, хоть даже если уставшийся, да, человек, когда сидит и занимается творчеством, то Проходит уже, вся усталость. да, усталость проходит, да, мысли свои уже как-то вот по полочкам, да, раскладываешь. Хорошо, вы все так сказали. Так, это вот вы добавили, ну, того, что вот на ваш взгляд не хватает, да? То есть каких-то ингредиентов. Так, надо маслице открыть? Да, Давайте чуть-чуть я капните открою. мне, немножко. Давайте, я тоже внесу лепту. Так, капнем Чуть-чуть, чуть-чуть. Все, Оп, немножко. даже много. да? Убираем немножко это, ничего страшного. Если даже масса получится либо густой, то мы можем добавить туда клея, да? Или же наоборот, когда если жидкая масса получается, то мы добавляем туда просто бумагу. Это по ощущениям. То есть, смотрите, вот месить нужно очень Да. долго, тщательно, Да. чтобы действительно не было каких-то комочков. Ну, логично ведь, если, допустим, с комками у нас и изделие получится наше на Некрасивое. выходе, с какими-то бугорочками, Да. комочками. Ну, это некрасиво будет действительно. Я еще делала, знаете, из чего? Из яичных лотков. Тоже очень хороший материал для лепки. То есть вы их варили или как? Вот? Ошпариваешь Ошпаривали кипятком, прямо кипяточком. кипятком. Тогда они становятся очень такими мягкими. Можно даже блендером перемешать, да, измельчить лишнюю влагу, вот эту жидкость, кипяток, да, когда ячейки, ну, становятся такими мягкими, лишнюю влагу убираем, и туда в эту же массу добавляем клей ПВА также. Это тоже очень хороший материал. Можно даже сделать какие-то садовые фигурки, да. Сейчас же фигурки, которые в магазине продаются, они же очень дорогие, поэтому можно из подручных материалов тоже сделать своими руками. Какие-то вот такие Фигурки. вот элементы украшения, Да. декора на дачу, для дома. Да. Так, немножко добавим крахмала. А что крахмал нам дает? Он Крахмал как-то дает, связывает, да. связующий элемент. Да. То есть в купе вот эта вся у нас состав наш химический, да, это клей, это средства для мытья посуды, крахмал. Вот. Все это вместе работает на то, чтобы потом наша фигурка не развалилась. Да. Да? Ну и еще потом, наверное, схватится еще и дополнительно краской. Вот. Можно еще залакировать, наверное, сверху. Конечно, для верности. да. Вот. Чтобы фигурка ваша радовала вас очень долго и, в общем, не повреждалась от какого-то использования, да? Вот. Вы же этот ящик для инструментов постоянно же ведь им пользуетесь, Да, да? она у меня всегда то туда Под переносится, рукой, то сюда. да. То есть все время задеваются эти фигурки, Да. и поэтому они у вас очень сделаны качественно, можно сказать, да, очень на долгое время. Поэтому вот так. И, кстати, вот эти грибочки, они тоже прям как настоящие вообще, очень красиво. То есть все это вы, ой, ну так прям правдоподобно. Ну Смотрите, да, как будто более живой такие живые. настоящий гриб. Представляете? Вот. Вот. Мухоморчик. Мухоморчик тоже такой симпатичный получился. Посмотрите-ка, у него еще вот здесь вот такая вот, ну как вот у настоящего гриба, вот, посмотрите, вот шляпка какая интересная, да? Перепоночки здесь, а здесь вот прям как будто настоящий, правда, все вот прожилочки какие-то. Красота. Там даже где-то улитка есть. И вот здесь вот улиточка. Такая миленькая, симпатичная улиточка. Вот. Видите, вот такие маленькие детали делают работу более интересной, Более да? живой. Живой, Да.
более такой реалистичной, да, ну и интересной. Вот. Маленькая такая изюминка. Покрасила я это все акриловыми красками. Тоже продается все в магазинах. Рекомендую покупать в тюбиках, вот в таких, да, потому что они не сохнут. В баночках все-таки оно как-то быстро сохнет, да. А потом нужно... А если вот высохло, чем можно разбавить? В тюбиках они практически не высыхают, если плотно закрывать. А вот в баночках они вот бывает, да, сохнут. Можно водичкой разбавить? Акрил? Да. Акрил можно любой акрил можно разбавить водой. Допустим, если в баночке краска высохла, да, можете сверху немножко водички добавить и просто на какое-то время оставляете, потом перемешиваете, и она уже более такая жидкая становится. Любой акрил разводите водой. Вот уже масса практически готова. Да? Ну, практически. Такой пушистый шарик получился. Да. Ну вот я сняла перчатки, и уже масса у нас совсем по-другому себя стала вести, как тесто. Да, получилось. Вот такое вот мягкое, А в перчатке, однородное. да, синтетика, и получается как бы... Прилипает да, немножко. прилипает и пушится немножко. А вот когда руки, все-таки руки — это руки. Да. Тепло рук. Ну, в первую очередь руки чувствуют, да. Поэтому, когда вот что-то лепите, всегда лучше. Лучше руками. Да, лучше руками. Вот такая вот однородная масса. Да, прям как получилась. тесто Да. настоящее. И она такая беленькая. Так, теперь для лепки что нам понадобится, да? Сейчас вот это все уберем лишнее. Вот так вот крошится. Ну, ничего страшного. Теперь, чтобы сделать вот такие вот фигурки, для экономии теста, да, я беру обычную фольгу пищевую и формирую Каркас. Да. Вот в чем хитрость. Да. Да. Это экономия массы. И также можно просто придать форму, да? Вот Более шляпка. такой вот, Да. чтобы она была... Вот здесь вот тоже фольга, Да, да? внутри фольга. Посмотрите-ка, как все просто. Она получается и легкая. Можно, если, допустим, такие фигурки делаете, да, допустим, каких-то персонажей, да, можно даже внутри поставить проволоку, да, допустим, если там руки, ноги будут, да, то даже можете использовать проволоку обычную, любую. Вот так вот берем и формируем ножку. Вот так вот. Вот основа готова. Видите, уже полдела сделано. Полдела, представляете? Да. Раз, два и готово. Вот грибочек. Вот так вот. Вот такая масса получилась. Мягкая, гладкая. Конечно, немножко прилипает к рукам, но это ничего страшного, да? Теперь уже формируем и начинаем лепить грибочек. То есть обклеивать, скажем так, да? Да. Вот берем нашу фольгу и прямо сверху вот так вот распределяем, да? И придаем форму. Процесс такой, можно сказать, медитативный, да. Я иногда включаю какой-нибудь сериальчик, какой-нибудь фильм хороший или аудиокнигу. И вот так вот Проводите время. Да. Уже к рукам практически не прилипает.
так вот формируем грибочек. Здорово. Быстро сохнет, в принципе, да. На следующий день она уже будет такая твердая. Самое главное, что она как бы, если куда-то что-то уронишь, да, она особо как бы не трескается. Это не стекло, это бумага, поэтому вот, допустим, когда ты лепишь из глины, да, то боишься, допустим, уронить, да. Вещь хрупкая. Да, вещь хрупкая, а тут она более такая долговечная. Вот так вот. Вот такой вот гриб получился у нас. Оставляем сохнуть, а когда уже высохнет, можно сделать, взять акриловую краску и можно вот так вот расписать. Да, обычными акриловыми красками. Да. А вот еще я заметила, вот у нас вы водичкой просто смачивали, чтобы как-то... Ну, для рук можно, да, и некоторые места можно вот берете кисточку, да, и разглаживаете. Ну, если хотите где-то, чтобы она была супер гладкая, да, или какой-то изъянчик, да, какую-то такую форму, если хотите придать, то немножко можете водичкой вот так вот. И все. Так, сколько примерно высыхает наша фигурка? Вот На мы следующий слепили. день. На следующий день Да. можно уже Да. приступить к Покраске. покраске. Да. Вы можете покрасить вот в какой угодно цвет, Да. фигурки. В общем, эта работа не одного дня, все-таки, да, примерно займет, ну, пару дней, Да. если вы захотите. То есть вечером вы, допустим, Налепили. приготовили, да, вот этот, в общем, раствор из туалетной бумаги. Еще раз давайте подытожим. Туалетная бумага должна быть беленькой. Беленькая. Желательно берете двух- или трехслойную, да. Каждый слой разделяете друг от друга. Потом берете клей ПВА, крахмал, средство для мытья посуды и немножко масла, да. Масло может быть растительным, или же глицерин, или же косметическое масло. Лучше косметическое масло, конечно, да. И вот так вот налепили. Делаете массу. Вот эту массу, кстати, можно хранить пару дней, пару суток, да. Полиэтиленовый пакет кладете, зафиксируете хорошенько, чтобы туда воздух не попадал, да. И масса будет лежать вот такая вот, ну, как пластилин, да. В холодильник не кладем? Нет, нет, в комнатной температуре. Все. И то есть буквально вот вы на следующий день, когда у вас время появилось, Да. вы долепили какие-то свои Да. фигурки. Да. Вот. А потом, допустим, вот как у вас на ящике замечательные зайцы, олень там есть, лисички, да? Как приклеить потом вот эти фигурки к ящику? Я С беру помощью обычный суперклей. Мгм. Да. Все клею ставлю на суперклей. Очень хорошо клеится. А потом уже можете сверху также покрасить. Или же прямо в подготовленную поверхность, допустим, вы приклеили, да, и туда же можете, допустим, если это плоская, да, работа, то сразу на месте можете покрасить. Допустим, я лисичек покрасила отдельно, а какие-то элементы я покрасила уже, ну, в приклеенном виде, да. Ну что, дорогие друзья, получилась замечательная у нас фигурка вот такая, она уже подсыхает, но будет она готова на следующий На день. следующий день, да. И можно приступить к покраске уже вот такой фигурки. Можете слепить все, что угодно, все, что вот Да. у вас получится. Скоро да. Пасха, можете налепить зайчиков, да, курочек, там, цыплят, ну, то, что яичек, да, и можете задекорировать свой интерьер. Так Абсолютно что, любая фигура. Туяра, большое огромное спасибо за такой прекрасный мастер-класс. Ну а мы, друзья, будем пробовать.